одна из самых нужных, гуманных и ответственных профессий, с древнейших времен внушавшая всеобщее уважение и почитание. Человек в белом халате. Его ежедневный, благородный труд бесценен, потому что направлен на облегчение страданий, возвращение здоровья и спасение жизни. Об одном таком докторе мы хотим вам сегодня рассказать. Знакомьтесь, Марианна Батразовна Саламова-Кадохова, известный кардиолог, врач высшей категории, депутат Собрания представителей и председатель комиссии по здравоохранению, образованию и культуре, экологии и социальным вопросам Дегорского района. С детства, как я себя помню, я всегда хотела всех лечить. Игрушек, зверушек. Всегда прибегала на помощь, поэтому я с самого начала знала, что я буду врачом. Если честно, я хотела стать нейрохирургом. И когда поступила в мединститут, у нас был один преподаватель на кафедре нормальной анатомии. И он всех студентов поднимал и спрашивал, кем ты хочешь стать. И тут поднялась я, такая маленькая, худенькая девочка, и говорю, я хочу стать нейрохирургом. Он на меня посмотрел и говорит, Саламова, ну ты же будущая мать, ты жена будущая, зачем тебе хирургия, да еще и нейрохирургия? На что я так твердо ответила, да, я хочу быть нейрохирургом. Но тут, когда уже начались такие специальности, как кардиология, появился такой профессор, как Мосин. Я влюбилась в эту кардиологию, забыла эту хирургию, потому что я до сих пор эти лекции храню. Профессия врача – это подвиг, это благородное и ответственное дело. Врач не имеет права на ошибку, ведь ее цена слишком велика. Поэтому так важно стать настоящим профессионалом, овладеть всеми секретами медицинской науки. Как сегодня помню, уже 25 лет прошло, когда мы закончили институт, я его спрашиваю, я говорю, а как вы все знаете, да, такие лекции вы читаете? На что он мне, знаете, что ответил? Очень просто, просто надо много читать. И для меня с тех пор это девиз. Поэтому стараюсь на самом деле не отставать, потому что в медицине, вы знаете, один день отстанешь, и уже ты что-то пропустишь. Поэтому стараюсь, конечно, читать, слушать лекции, выезжать. Когда я закончила уже мединститут, я выбрала для специализации именно питерскую школу. То есть каждые 5 лет я стараюсь повышать именно свою квалификацию на базе, и там есть медицинская академия после дипломного образования, медицинский институт имени Павлова, Мечникова. Они проводят и всевозможные школы кардиологов, и мы стараемся, кардиологи всей страны, приезжать и слушать эти лекции. Они нам приглашают и специалистов с других стран, это и Америка, и Германия, Франция, Израиль, поэтому я оттуда приезжаю с таким багажом знаний. После окончания института наши пути разошлись с Марианной. Она пошла по кардиологии, я по дерматовенерологии. Естественно, по роду деятельности своей мы часто встречались. Получилось так, что на себя пришлось испытать ее профессиональную деятельность. У меня заболела мать, уже давно гипертонией болеет. Где только мы не лечились. Улучшение всегда бывало временное. Буквально полгода назад мы попали к Марианне Батразовне. Эти полгода мы уже не знаем, что такое давление, что такое гипертоническая болезнь. Я надеюсь, дальше тоже так будет. После интернатуры я стала работать выездным врачом-кардиологом на станции скорой помощи здесь, во Владикавказе. Я очень многому научилась. Во-первых, научилась рассчитывать только на себя. Когда ты приезжаешь к пациенту, там не у кого бывает спросить, да, у старших своих коллег, и ты вынуждена вспоминаешь все, чему тебя учили. Поэтому там я видела и всевозможные нарушения ритма, нарушения проводимости, то, что, допустим, я в мединституте только видела по книжкам. Поэтому я так думаю, что всем врачам надо проходить сначала эту школу выживания именно на скорой помощи.
Вот, и мне это очень пригодилось и в дальнейшем. Как много зависит от умения, квалификации и доброты врача. Настоящий доктор умеет исцелять не только тело, но и душу пациента. Ведь, как известно, лечить можно даже добрым словом. Arzt زبخ دکتر مخ کنه دایتنن. وقتی زافو مامور دای. تنگ خورس کسی خوش کن آدم میم. آل کنن در زورن خورس دکترو میم تسود. منن داولین یادی میز خات که در نال کتون و جر رای آستن. منی های رپرستاس. دمک آخفته فتی متا هردم رو بخواد تنیسیو. تنگ خورز من خوش کنه منن تخچن. زبا خیلی زفکوست ننیزی. برزندم تسخیزه ها تامونده خود سوارده. Для повышения квалификации Марианна Батразовна прошла обучение в Колумбийском университете в Нью-Йорке и Государственном медицинском университете имени Павлова в Санкт-Петербурге. Опираясь на современные достижения медицины и фармакологии, она поставила перед собой цель – каждый раз вникать в патогенез болезни основательно, чтобы затем выбрать больному эффективное лечение. Недавно я читала выводы вот наших ученых, почему вот растет заболеваемость, особенно вот у нас в России по сердечно-сосудистым заболеваниям. И там были причины, да, что по России там мало врачей, очень квалификация в некоторых регионах как бы низкая, но в основном это позднее обращение людей именно к нам, врачам. То есть вот это вот третий фактор, который как раз и потом уже сложно бывает, да, заболевание остановить. Но существует такое понятие, как первичная, да, профилактика. Ведь все хронические заболевания, они генетически детерминированы. Есть вот по доминантному типу, это то, что вот заболевание обязательно будет проявляться в каком-то периоде жизни. А есть по рецессивному пути наследования. То есть если человек не создает условий для того, чтобы это заболевание, да, стало развиваться, какие факторы риска, да, мы все об этом знаем. Это малоподвижный образ жизни, стрессы, курение, диета, когда пациент не следит за тем, что он употребляет в пищу. Если тебе 45 лет и ты мужчина, пора прийти к нам, кардиологам, чтобы мы посмотрели липидный спектр крови, посмотрели, сделали кардиограмму, элементарно послушали сердце, послушали легкие, пощупали пульс. Бывает, что пациент даже не замечает, что у него уже аритмия. Поэтому вот 45 лет для мужчин я бы рекомендовала приходить к нам, кардиологам. Для женщин уже в менопаузе тоже необходимо. Но есть еще такие моменты, когда есть вот наследственные заболевания в семье. Там внезапно, если кто-то умирает, допустим, если отец умирает до 45 лет, то обязательно детям надо прийти к нам, чтобы мы обследовали и защитили этих детей от коронарных событий. Диагностическая база у нас очень серьезная. Мы отправляем анализы не просто, но это клинико-диагностическая лаборатория. То есть бывают такие ситуации, когда мы не можем до конца разобраться с пациентом. И тогда мы обращаемся к своим коллегам, вот именно с этой лабораторией, и они нам начинают рекомендовать: давайте вот этот анализ сделаем, тот анализ сделаем. И, как правило, мы доходим до конечного результата, то есть мы ставим диагноз. Мы редко задумываемся о том, насколько наше сердце уязвимо. И хотя прекрасно знаем, что курить вредно, переедать опасно, а малоподвижный образ жизни чреват серьезными последствиями, мы все равно продолжаем это делать, а сердце страдает. Как ему помочь? Мне посоветовали Марианну Батразовну. Если честно, я сперва изначально с очень неохотой к ней хотела пойти, потому что мне предлагали операцию, и я думала, чем она мне может помочь, если мне нужна операция. Потом, когда меня выписали и сказали, что ничем помочь не могут, я решила все-таки подойти к ней. Вот с тех пор и началось наше с ней общение, наше лечение совместное.
Я ей очень благодарна, потому что она меня вывела из очень тяжелого состояния. Мне было очень плохо. И я только благодаря Мариане Батразовне вот сейчас сижу и говорю с вами. Да, действительно, сейчас очень тяжело найти хорошего врача, кардиолога и вообще любого врача по другим специальностям. И я очень ей благодарна и всегда всем советую Марианну Батразовну. Все, что я знала, чему меня учили, все мы начали как бы ей рекомендовать, и к моему удивлению, пациентке стало лучше. Где-то уже через 2 недели у нее стало лучше работать сердце, и через месяц сердце заработало. Сердце заработало, и, конечно, больше радовалась я, чем моя пациентка. То есть, как оказалось, не нужно было, да, пациентке не показана была трансплантация сердца, просто надо было полечить. Выявление заболевания на ранних стадиях, предупреждение его дальнейшего развития – залог успешного лечения и сохранения функциональных возможностей сердечно-сосудистой системы без развития тяжелых осложнений. В последние годы специалисты все больше обращают внимание на аритмологию, подраздел кардиологии, направленный на лечение нарушений ритма сердца. Это направление стремительно развивается при помощи высокотехнологических методов. По данным статистики, заболеваемость различными аритмиями составляет не менее 100 тысяч человек на 1 миллион населения. Аритмология, она в нашей республике еще не до конца развита, поэтому, конечно, я аритмиями занимаюсь много лет. Вот, и первая моя специализация была на кафедре Кушаковского. Это кафедра медицинской академии последипломного образования в Санкт-Петербурге. Там, кстати, я познакомилась с нашим соотечественником, учеником Кушаковского, Бутаевым Тамерланом Забулатовичем. Он тоже считается один из ведущих аритмологов Санкт-Петербурга. Вот. И на базе своей клиники тоже, конечно, стараюсь, чтобы наши пациенты получали именно качественную медицинскую помощь по аритмологии. Для этого я организовала такой тандем со своим учителем, профессором, ну, у него мировое имя, аритмолог, Медведев Михаил Маркович. И когда бывают какие-то сложные, да, ситуации, то наш пациент обязательно получает грамотную медицинскую помощь. То есть мы ставим диагнозы вместе с Медведевым, и на основании наших медицинских заключений пациент получает квоту для получения высокотехнологичной медицинской помощи. Важнейшим элементом социального и экономического развития общества является медицинское обслуживание населения. Государство обязано обеспечивать охрану и укрепление здоровья каждого своего гражданина и общества в целом. Ведь опыт, накопленный отечественными учеными и врачами-практиками в медицинской сфере, позволил к 60-м годам прошлого столетия приблизиться к условиям социально-медицинского благополучия граждан. Однако последние десятилетия XX века стали временем резкого подъема предпринимательской деятельности в здравоохранении. Реформирование здравоохранения привело к существенным изменениям в данной сфере. Созданы негосударственные лечебно-профилактические учреждения, узаконена частная врачебная практика, развивается современный фармацевтический и аптечный бизнес. Отец мой, он художник, портретист, занимался, у него был свой бизнес. Он организовал цех по изготовлению памятников и гранитных, и мозаичных, сам делал портреты. Мама моя, она работала вместе с отцом, ну, как бы помогала в этой работе, но тогда был Советский Союз, и очень сложно было развивать индивидуальное, да, предпринимательство. Не было такой поддержки, как сейчас. Поэтому я помню с детства, что отцу было очень тяжело как бы организовывать свой бизнес. Даже, извините, в газетах писали «местный буржуа», я это вот на всю жизнь запомнила. Вот. И отцу вот не дали работать, через какое-то время бизнес закрылся. Вот. И, видимо, мне от него передалось, и я тоже организовала свое дело.
Я организовала клинику, и все врачи у нас именитые. И для нас на первом месте это качество медицинской помощи. То есть, чтобы наши пациенты были довольны, чтобы они пришли в нашу клинику, и они же приходят за тем, чтобы мы поставили правильный диагноз, а мы делаем для этого все. Если у нас на нашем уровне не получается, то мы организовываем консилиумы, привлекая специалистов из ведущих клиник страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Саратов. Алиан Зареворт Хати Бахаун больницама. Фалмурбай Самбалтан ма Хуцаю Хайбал. Марианна Кадухтай. Мавахан Дисаги лечение таминискутама. Хафтмай Макахин Ихтарна Балишестай. Азарда Барухсад, Абадал Тихортай Барсадат. Харз доктор Андаргавой Ваварта. Анхускана Койда. Пацаха дердиги. Вот хабар Харжида. Хабар бира адани мацайон сават. Адани докторые. Адани ананижин адабал хабар кайар хай хеоханы. الشرم من هم واقص اما های که پیقستور رو هاشه رام پولیکلینیکا با کتوی ود از ملپ باید زاختون زن داردم و کدم شو من هم دختروم یا با فلوارم شخوزن دختروم ما اشتر بوزنک جدن از هاش جبخ دختورای ارونن ها خوزن بنات مرشدی ملیچینی نکنه از جشتر بوزنک دن یا خواستای در یس نخواستای در کلینت کتری ترم دکتر جا بخای که باجورا وقتی شنیزی ویداره فیروخ ویم بایدام تاوی مجه آورده در خورزی условия جه تنگ جبه خیال شده یا یه دلسته چیز تایا آل شده وابشه پاریات کایلنه از کر باشد تن فتجاگ نیده واد کارا کس با کس کتونه سخن زفت زن آخ هم جبه شده اتجی پالاتاته مجلگ ایدای رنچنای که باشد چه ننیزای روشای ایدای Настоящий врач должен быть уверен в собственной высокой трудоспособности, быть готовым к самопожертвованию, уметь переносить огромные моральные и физические нагрузки. Но главное, чем должен обладать доктор – любовью к людям. Научиться любить людей, вникать в их проблемы, прислушиваться к каждому пациенту и быть предельно внимательным очень непросто. Для этого необходимо быть по-настоящему добрым и сильным человеком. Марьяна Батразовна является депутатом Собрания представителей муниципального образования Дегорский район. Возглавляет депутатскую комиссию по социально-культурным вопросам и здравоохранению. Она востребована среди населения района. К ней очень много обращений со стороны граждан. И ни одно обращение она не оставляет без рассмотрения и решения той проблемы, которую избиратели поставили перед ней. Для нее характерна целеустремленность, настойчивость, и никакие трудности ее не пугают. И самое главное качество как человека, как врача – это отзывчивость. Сама по себе оптимизация, то есть укрупнение медицинских учреждений, концентрация в них ресурсов, как человеческих, так и технологических, может быть благом. Однако сегодня такая оптимизация вызывает у многих тревогу и сомнения в улучшении условий для обеспечения качества и доступности медицинской помощи. Первыми под удар попали медучреждения в малонаселенных пунктах. Карет скорой помощи не хватает. Сельские дороги оставляют желать лучшего. А в результате в средствах массовой информации прокатилась волна тревожных сообщений о гибели пациентов по пути из села в районную больницу. Когда в Дегоре власти решили объединить городскую поликлинику с районной больницей, которая находится на окраине города,
К Марианне Батразовне незамедлительно обратились возмущенные жители. Благодаря стараниям и аргументированным объяснениям Марианны Батразовны поликлинику удалось отстоять. Всем она оказывает всемирную помощь. И, конечно, отзывы, они очень и очень высокие. Люди оценивают ее профессионализм, вплоть до того, что я слышал, что безнадежно больные и те уже, которые попадают к ней в клинику, уже совсем в другом состоянии здоровья выходят из клиники. Побольше бы нам таких депутатов, и многие вопросы, которые связаны с субъективными причинами, были бы решены в районе. Я ей желаю, самое главное, удачи в жизни, осуществления всех ее желаний. Общаясь с Марианной Батразовной, я не переставала ею восхищаться. Героиня моей передачи – целеустремленная, уверенная, знающая свое дело настоящий профессионал. Несмотря на напряженный профессиональный ритм жизни, она успевает все. Она не только знающий врач, чиновник, общественный деятель, но еще и прекрасная мама 3 сыновей. Если бы мне не помогал мой муж, я бы, наверное, этого всего не достигла. Ну, сами поймите, оставляла я своих детей на 2, на 3 месяца и уезжала в Санкт-Петербург, да, чтобы получить вот эти знания. Конечно, другой, наверное, мужчина это бы все не выдержал. Но мой муж, он меня понимал, что я так стремлюсь к этим знаниям, я хочу стать настоящим врачом. Ну и дети, ну, они мне тоже помогают. Старший помогает младшему, и вот как-то вот так все получается. Помню, вот когда у меня была первичная специализация по кардиологии, почти 4 месяца я уехала в Санкт-Петербург, оставила своего младшего сына своей матери. И когда я вернулась обратно, мой младший сын от меня отвернулся. Он на меня смотрит и говорит, прижался к моей матери, смотрит на меня, что за чужая тетя. Конечно, мне внутри было не совсем комфортно. Но наша профессия как бы, да, к этому всему обязывает. То есть, если мы, доктора, не будем над собой работать, то, конечно, не будем давать то качество, что вы от нас ждете. Специальность врачевания, она очень сложная и требует вот каждый раз вот таких вот подвигов. И мне стало жалко моих детей. У нас 2 врача же в семье, муж врач, я врач. И как-то я пожалела своих детей, особенно мальчиков. И, ну, вы знаете, медицина у нас, она пока не доросла до того, чтобы мужчина там зарабатывал деньги, да, и содержал свою семью. Поэтому вот мои сыновья, старший он у меня закончил университет в Москве по компьютерной безопасности, сейчас вот в аспирантуре учится, средний юрист, вот учится на юридическом факультете, а младший 10 класс перешел. Ну, у мамы не хватает действительно времени даже на себя, на отдых. Я постоянно ей как бы говорю, предлагаю съездить куда-нибудь на море, там ее часто зовут родственники. Я бы очень хотел, чтобы она больше отдыхала действительно. Потому что у нее очень много тяжелых пациентов. Бывало и такое, что с других городов даже родственники звонят, Нальчик или Грозный, там просто ночью могут позвонить, и она собирается и уезжает. Мы очень благодарны маме за то, что она поставила нас на ноги, направила нас, вырастила. И мы обещаем то, что в будущем мы тоже будем стараться ей помогать, чтобы она меньше уставала. Я стараюсь над собой ежедневно работать. Если я вечером пришла и не смогла прочитать что-то новое, что вот в медицине, да, сделано, или если я не послушаю онлайн-лекцию по медицине, то я считаю, что день прошел даром. То есть вот эта информация нужна постоянно, нужно работать над собой постоянно. В очередной раз убеждаюсь, что добро всегда возвращается. Добрый человек всегда молод и красив.
А кто красив душой, тот красив и снаружи. Всегда приятно услышать слово «спасибо», которое делает нас счастливее. А сколько раз довелось услышать это волшебное слово нашему сердечному доктору, трудно сосчитать. Спасибо вам, Марьяна Батразовна, за то, что вы есть.